Pójdziemy teraz zobaczyć z góry główną salę polskiego Sejmu. Сейчас мы пойдем в главный зал, там сверху. Centralne miejsce oczywiście marszałek Sejmu z laską marszałkowską, którą rozpoczyna każde posiedzenie. А у президента Польши есть какие-то реальные полномочия, или это только так, церемониальная должность? Prezydent ma realne jakieś uprawnienia w Polsce, czy też są bardziej takie fasadowe, jak powiedzmy w Niemczech? Jest prezydent na rzecz rządu, zaraz powiem więcej. То есть так, прерогативы президента ограничены по отношению к правительству, но все же он не такая фасадная фигура, как, например, в Германии, да. Есть у него серьезные полномочия, сейчас об этом. Prezydent ma prawo ustawodawczą. Он, во-первых, может выступать с законодательными инициативами. Może dawać lub odmówić podpisania. У него есть тоже право вето, да, так называемое. То есть, если, по его мнению, закон, принятый Сеймом, противоречит законодательству Республики Польша, он может или поставить вето, или отказаться подписывать этот закон. Takie weto prezydenta И może być. чтобы как бы отбросить потом это президентское вето, нужно не обычное большинство в парламенте, а 3/5 как минимум. 3/5. Да. Насколько трудно, не знаю, может, вы это оцените, проходило формирование именно вот такой системы, по сути, парламентской республики? Были ли, какие-то попытки, что ли, формировать конституцию по американскому образцу, то есть сделать президента центральной фигурой власти, а не парламент? Czy były próby właśnie przekształcenia? То есть, как бы попыток таких, чтобы сделать вообще президентскую модель, не было, но до 1997 года, когда была принята действующая конституция Польши, у президента было больше полномочий. Кроме тех, которые мы уже перечислили, он мог еще, у него было 2 министра, он мог назначить 2 министров силовых ресортов, то есть внутренних дел и обороны. А если журналист хочет взять комментарий, у депутата или лидера партии, в какой форме он предоставляет? То есть достаточно звонка телефонного или нужно, как у нас, писать официальный запрос? И в какой срок депутат или любой член парламента обязан ответить на него? Если dziennikarz, на przykład, так это бывает по-разному. Например, здесь вы видели там места для журналистов. Когда идет заседание, отсюда выходят представители всех партий, да, или те, которые такие лидеры или популярные в СМИ, или же те, которые выполняют функцию пресс-атташе партии, и они могут давать комментарии сразу, да, это идет в эфир. Журналисты могут также индивидуально обращаться к политикам, но это уже не имеет значения по телефону или в устной форме, это их дело И могут, конечно, писать тоже официальные запросы, например, на канцелярию премьер-министра. А дресс-код, мы разговаривали про то, что у нас там постоянно хотят какие-то нововведения, в чем можно приходить в парламент, в чем нельзя для журналистов. У них есть какой-то такой? Czy jakiś taki dress-code dziennikarski obowiązuje? W sensie, w co oni mogą się ubierać, będąc w Sejmie, czy to oni sami to ustalają? Raczej sami ustalają. То есть здесь давления никакого на них нет, это их проблема, их дело. К примеру, у нас есть там пункт такой, то есть препятствование выполнению журналистской деятельности. То есть, и у нас сейчас, если в Кыргызстане брать, то там вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от отстранения от должности еще. Вот у них какое наказание за такое? То есть, если депутат, он обязан, по сути, предоставить информацию, Я понял. То есть у вас это на законодательном уровне? Да, на законодательном есть уголовное, нет, у нас есть уголовное, есть административное, есть, это там в зависимости, То есть такие питания о так званые, я wiem jak to nazwać, uchylanie się. Здесь этого не регулирует на законодательном уровне, и нет никаких штрафов и других санкций, это не действует. Если у депутата есть право не отвечать на вопросы, да, он может отказаться, это ничего хорошего ему от этого не будет. Не будет санкций, но может, например, снизиться рейтинг. А относительно доступа к информации, то у каждого гражданина Польши есть право потребовать его. То есть, если вас не устраивает информирование на тему закона X, можно
или в территориальном самоуправлении, или в центральной администрации можно просто написать заявку и, и потребовать доступа по данному вопросу. Вот Кыргызстан, ну, власть очень коррумпированная. Насколько, по его мнению, коррумпирована местная власть? Если нет, то каким способом с коррупцией они боролись? И, может быть, там у них очень высокие зарплаты, что депутатам нет смысла как бы красть. У нас тоже. В Polsce stosunkowo podatna jest władza na korupcję i jak się ją zwalcza? Czy można... Oczywiście do walki z korupcją powołana została specjalna służba, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ono się oczywiście tym zajmuje. То есть так, если речь идет там о деньгах, да, то по сравнению со средней зарплатой в Польше у депутата высокая будет, да, я говорил вам, где-то 10 тысяч злотых. Ну, по сравнению там, скажем, с шефами крупных концернов, да, Nawet państwowych, bo to jest... даже государственных, это небольшая, там еще больше зарабатывает. Что по борьбе с коррупцией было создано особое учреждение, оно так и называется, Центральное антикоррупционное бюро, и оно занимается чисто именно коррупцией. Еще как бы предостережение, такие меры по борьбе с коррупцией, это обязанность всех депутатов и членов всех органов управления, включая местное самоуправление, те, которые принимают административные решения. У них обязанность, когда они поступают на должность, и потом за каждый год очередной, раз в году они публикуют имущественную декларацию, то есть свое состояние, да, на данный